Понять, у кого подорожание обосновано, у кого нет, сложно. Цены везде разные. В первую очередь комиссия проверяет прайсы на овощи и фрукты. Цены на них меняются практически каждый день. Помидоры, знаете, мы продавали самые хорошие помидоры по 200 рублей, по 180, по 160. Сейчас помидоры, оптовая цена 280 рублей, 260 рублей. Цены повышаются по той причине, что по всей стране люди активно закупают продукты для праздничного стола. То есть спрос рождает предложение. В понедельник, когда я мониторинг цен передавала Минпрому, были вообще мандарины стоили 110-120 рублей. Да. Сейчас говорят, уже стоит 180 рублей. Да, это правда? Да, это правда. В чем это? В связи с тем, что новогодние праздники, цены, оптовые цены на складах и на рынке, которые привозят, завозят, да, это ребята, у них цены очень сильно повысились. Да. Вот они возят с Пятигорска, с Краснодара, с Москвы рейсы есть. Цены, говорят, очень повысились. Там повысились, да. Из-за этого вы тоже, да, здесь повышаете. Сегодня также обращают внимание на сроки годности, наличие ценников и маркировок. В соответствии с законом на продукцию, если мы сейчас говорим о пищевой вот этой продукции, на нее должна быть нанесена маркировка. Она должна быть читаема на русском языке, с наименованием товара, с датой выработки товара, когда произведен товар, кем произведен, температура хранения. Вот эта вся информация, она должна быть нанесена на упаковку. Вот здесь. Представители Министерства промышленности Ингушетии еженедельно проводят мероприятия по мониторингу цен, сверяют стоимость продуктов по списку, в котором указаны самые популярные позиции. Все собранные материалы и отчеты мы направляем в Минэкономразвития России, Минэкономразвития Ингушетии. Подорожание цен у нас в основном в обычные дни, то есть не беря праздничные дни, не наблюдается. То есть у нас, да, действительно есть некий прирост, но этот прирост связан с инфляцией, также с экономикой страны в целом. Но какого-то завышения неестественного у нас по республике не происходит. В преддверии праздника здесь также проверяют наличие опасной продукции на торговых точках. Лицензия на торговлю, сроки годности, условия хранения. Вот основной перечень необходимых пунктов для разрешения продажи пиротехники. К слову, сейчас на рынке ажиотажа нет, и предприятий, торгующих ею, тоже мало. В основном на прилавках бенгальские огни и хлопушки. Хава Гагиева, Султан Булгучев, Магаз 24.